Именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Передается, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, что пророк, мир ему и благословение, сказал: «В ночь, в котором я был вознесен, я почувствовал приятный запах и сказал: „О, Джибриль, что это за приятное благоухание?“ Он ответил: „Это запах парикмахера, дочери фараона и ее детей. Хочешь ли ты услышать историю этой женщины и матери?“ Ее звали Машид фараона. Она была парикмахером дочери фараона, который говорил: „Я не знаю для вас другого Бога, кроме себя“. Эта служанка приняла ислам в тайне. Когда она расчесывала волосы дочери фараона, расческа упала на пол. Затем она по привычке, поднимая расческу, сказала «Бисмилля» во имя Аллаха. У этой служанки было 5 детей, один из которых был ее грудным. Затем дочь фараона сказала: «Аллах мой отец?» Служанка ответила: «Нет, Аллах — это Бог твоего отца, твой Бог и мой». Дочь фараона разозлилась, пошла к своему отцу и сказала: «Отец, эта женщина поклоняется другому Богу вместо тебя». Он сказал: «Что? У нее есть еще Бог, кроме меня? Кто он? Приведите ее». И она пришла. Женщина, братья и сестры, женщина, перед этим великим фараоном, Аллаху Акбар, он сказал ей: «Кто твой Бог?» Она ответила: «Аллах есть мой Бог». Он сказал: «Кто такой Аллах?» Она ответила: «Аллах мой Господь и твой Господь». Да, она была загнана в угол. Когда у нее был ответ, она ответила: «Вот каково положение му'минов в прошлом и настоящем. Когда они говорили: „Наш Господь Аллах“, их пытали. Но это нас не волнует, потому что мы знаем, к чему мы устремлены. Мы знаем, кто наш Господь, и мы говорим, во что мы верим. Мы не лжецы». Она сказала: «Аллах мой Господь и твой». Он сказал: «Принесите цепи». Они принесли цепи и стали избивать ее. Он опять спросил ее: «Кто твой Господь?» «Аллах мой Господь и твой Господь». Затем он приказал принести большой котел. Он залил в этот котел кипящее масло. Затем он приказал: «Приведите всех ее детей». Он сказал: «Поклоняйся мне, я твой Бог». Она ответила: «Никогда». Он взял ее первого сына и бросил в кипящий котел. Перед ее глазами его мясо и плоть отделяются от костей. Затем привели следующего сына, но она держалась стойко. Аллаху Акбар. Его сожгли. Она не могла остановить их. Затем 3-й, затем 4-й. И вот пришел черед 5-го ребенка, который был у нее на руках.
Она уже готова была отказаться от своих слов перед всеми этими людьми. И это хадис пророка, мир ему и благословение. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах с высоты 7 небес заставил говорить ее младенца: терпи, моя мать, терпи, поистине ты стоишь на истине. Аллах обещал тебе рай, не останавливайся». Затем они бросили ее сына в кипящее масло, и она была следующей. Она понимала, что погибнет, и затем начала плакать. Фараон спросил: «Почему ты плачешь?» «Я плакала потому, что хочу попросить тебя кое о чем, и не знаю, выполнишь ли ты это». Он сказал: «Попроси меня, о чем захочешь». Она сказала: «После того, как ты бросишь меня в котел, я хочу, чтобы ты похоронил наши останки в одной могиле, потому что я хочу воскреснуть со своими детьми, и я хочу попасть в рай вместе со своими детьми». Братья и сестры, но ведь Аллах не испытывает нас так, как эту несчастную женщину. Почему ваши сердца не отзываются, когда брат или сестра нуждается в вашей помощи? Всевышний Аллах говорит: «Небеса держатся без опор, благодаря одному из моих имен, как я предписал, а ваши сердца не справляются даже тысячами наставлений из моей книги. Будьте благодарны своему Господу, ведь все, что мы имеем, это благодаря Всевышнему Аллаху. Поистине Аллах милостивый и милосердный».